Всем привет! Тема сегодняшнего урока это на косый шаг, настоящее время, и сегодня мы разберем сложную форму данного времени. Сложная форма данного времени используется тогда, когда мы уже не можем использовать рассмотренные ранее 4 глагола, как туру, жиру, отеру и жату. То есть, если мы описываем уже другое действие, то нам нужно будет использовать более сложную форму, которую мы будем рассматривать сегодня. Сложная форма данного времени образуется следующим образом. К основному глаголу прибавляются суффиксы «ип», «ип» и «п». Далее используются вспомогательные глаголы из простой формы. Это туру, жюру, отеру и жату. И уже к этим глаголам мы прибавляем личные окончания. Суффикс «ип» прибавляется после согласных, если слово твердое. Мягкий суффикс «ип» прибавляется тогда, когда слово заканчивается на согласную, если оно мягкое. И суффикс «п» прибавляется после гласных букв. Итак, разберем следующие примеры. Глагол «жазу» переводится как «писать». Перед тем, как прибавить суффиксы настоящего времени сложной формы, мы от глагола отбрасываем букву «у» и смотрим, на какую букву заканчивается глагол. «Жазу» отбрасываем «у», глагол оканчивается на букву «з». Получается глагол «жаз». Слово твердое, значит мы и прибавляем твердый суффикс «ип». Получается, в настоящем времени данный глагол будет иметь форму «жазып». Следующий пример. «Ишу» – «пить». Также отбрасываем букву «у». У нас остается глагол «иш». Слово мягкое, заканчивается на согласную букву. Но так как слово мягкое, мы должны прибавить мягкий суффикс. Получается глагол «эшеп». Этот глагол будет иметь форму настоящего времени. И последний пример. «Ойнау» – «играть». Также отбрасываем букву «у». У нас остается глагол «ойна». Слово заканчивается на гласную букву, и мы в этом случае прибавляем суффикс «п». Получается глагол «ойнап», который имеет форму настоящего времени. Итак, перейдем к рассмотрению конкретных примеров. Рассмотрим глагол «ойнау». Ставим его в форму настоящего времени, используя сложную форму. Прибавляем к нему суффикс «п», получается глагол «ойнап». Далее прибавляем вспомогательный глагол, в данном случае «отыр», и к этому вспомогательному глаголу мы уже прибавляем личное окончание. Получается, первое лицо будет звучать как «мен ойнап отырман». Переводится как «я играю». Следующий пример. «Ты играешь сен ойнап отырсын». То есть, как видим, к глаголу мы прибавили свой суффикс, а к вспомогательному глаголу мы прибавляем личное окончание. Получается, основной глагол у нас остается без изменения, а изменяется только личное окончание во вспомогательном глаголе. Следующий пример. «Сыз ойнап отырсыз». Переводится как «вы играете». Это вежливая форма. Следующий пример. «Ол ойнап отыр». Он или она играет. Переходим к множественному числу. «Біз ойнап отырмыз». Мы играем. «Сендер ойнап отырсыңдар». Вы играете. «Сіздер ойнап отырсыздар». Вы играете, это вежливая форма множественного числа. И олар ойнап отыр, они играют. Получается, в сложной форме мы используем как бы два глагола. Вспомогательные глаголы, которые мы рассмотрели в простой форме, и основной глагол, который выражает основное действие. Переходим к рассмотрению следующего примера. Глагол «жазу». Первое лицо будет звучать как «мен жазып отырмын». К глаголу «жазу» мы прибавили суффикс «ип», а к вспомогательному глаголу «отыр» мы прибавили личное окончание. Получается «мен жазып отырмын». Я пишу. «Сен жазып отырсың». Ты пишешь. «Сіз жазып отырсыз». Вы пишете. Это вежливая форма. «Ол жазып отыр». Он или она пишет. Переходим к множественному числу. «Біз жазып отырмыз». Мы пишем. «Сендер жазып отырсыңдар». Вы пишете. «Сіздер жазып отырсыздар». Вы пишете, это множественное число, вежливая форма. И олар жазып отыр, они пишут. Следующий глагол как бару – это идти туда, келю – идти сюда, а пару переводится как уносить, и акелю – приносить принимает суффиксы а и е в настоящем времени. С этими глаголами используется только вспомогательный глагол жатыр. Получается, глагол бару в настоящем времени будет иметь форму бара, келю иметь форму в настоящем времени келе, глагол апару будет иметь форму настоящего времени апара,
И глагол акилю будет иметь форму настоящего времени акиле. Итак, рассмотрим следующие примеры. Мен бара жатарман. Я иду. То есть, как видим, эти 4 глагола имеют свои суффиксы а и е. Если слово твердое, то мы прибавляем суффикс а если слово мягкое, то мы прибавляем к основному глаголу суффикс е, а к вспомогательному глаголу жатыр мы прибавляем личное окончание. Получается мен бара жатырмын. Я иду. Следующий пример. Сен бара жатырсын. Ты идешь. Сыз бара жатырсыз. Вы идете. Это вежливая форма. Ол бара жатыр. Он или она идет. Переходим к множественному числу. Біз бара жатырмыз. Мы идем. Сендер бара жатырсындар. Вы идете. Сыздер бара жатырсыздар. Вы идете – это вежливая форма множественного числа. И олар бара жатыр. Они идут. Эти 4 глагола нужно будет запомнить и прибавлять к ним соответствующие суффиксы. Ну а на этом у меня все. В следующем уроке мы рассмотрим отрицательные и вопросительные формы настоящего времени сложной формы. Большое спасибо за просмотр и увидимся в следующем уроке.